Добрый день, в эфире новости, в студии Жаңылмырза Дуишинбекова. Минуло 2 года, но Скорбь останется надолго в местечке дачи Су близ Бишкека. Именно 2 года ранним утром произошла одна из крупных авиакатастроф в истории. На село, расположенное за забором аэропорта, рухнул огромный грузовой Boeing 7400, один из самых крупных лайнеров в мире, известный как Джамбо-джет. Фюзеляж протащил несколько десятков метров. С собой машина сносила дома, а вместе с ними и людей. Всего полностью разрушено 12 домов, еще 7 признаны аварийными. Частичные разрушили 12 домов. Согласно официальной версии, грузовой Боинг должен был приземлиться в аэропорту Манас для дозаправки. На его борту было более 76 тонн. Случившегося комментировала компания ACT Airlines в Стамбул, откуда его должны были распределить по разным странам и доставить получателям. По официальной информации, самолет перевозил из Гонконга оргтехнику и электронику. Перевозки по такому же маршруту совершались до крушения грузового Боинга 747 49 раз. Расследованием причин крушения занимался Межгосударственный авиационный комитет. Согласно его заключению, причина авиакатастрофы – ошибка пилотов. При попытке посадить лайнер в аэропорту Манас на высоте 17 метров экипаж решил уйти на второй круг, сообщив об отсутствии визуального контакта. Но через несколько секунд самолет столкнулся с незначительно возвышающимся рельефом местности и препятствиями, из-за чего потерпел крушение, упав прямо на жилые дома. В результате авиакрушения в даче Су всего погибло 39 человек, из которых 4 члена экипажа и 35 местных жителей. Все они стали жертвами внезапно, буквально на заре. Самолет упал в 7:30 утра. Многие в момент трагедии спали и погибли мгновенно, даже не поняв, что произошло. Люди гибли от обломков самого воздушного судна, другие под завалами разрушенных домов. По данным правительства, пострадавшим и семьям погибших полностью была выплачена компенсация от турецкой стороны. К тому же среди них были распределены средства, поступившие от неравнодушных граждан на спецсчет МЧС. На прошлую годовщину на месте крушения был установлен мемориал погибшим. Памятник выполнен в виде 2 стел с именами жертв крушения, в которых расположен имитированный обломок хвоста самолета. Сегодня там проходят поминальные мероприятия. Снова менять Конституцию. Референдум провести 24 ноября уже этого года. Проект закона о конституционной реформе подготовили представители Народного. Разработали они его, как было отмечено, на основании тех решений, что были приняты на Курултае общественных, политических и патриотических сил под названием «Кыргызстан. Вчера, сегодня, завтра», который состоялся в конце прошлого года. Среди главных моментов, которые предлагается изменить в основном законе государства, значится выбор формы государственного управления, определение системы по выбору депутатов Джугурку-Кенеша, административно-территориальная реформа, а также русского языка статуса официального. По словам Азимбека Бекназарова, представителя этих общественных, политических и патриотических сил, русский может остаться лишь языком международного значения, и преподавать его должны с детского сада как иностранный наряду с английским языком. Правда, уже сегодня в СМИ он высказался иначе, где заявил, что, скорее всего, этой нормы на референдуме не будет, потому что очень противников. Предложение об исключении русского как официального накануне предложили 47 неких организаций. Открытое небо заработает в одностороннем порядке. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон о внесении изменений в Воздушный кодекс. Содержащаяся в нем норма о внедрении системы открытого неба позволит зарубежным авиакомпаниям увеличить число транзитных перелетов через Кыргызстан и запретить правительству вмешиваться в ценообразование. В среднем цена на авиабилеты в нашей стране сегодня на 39% выше, чем в Казахстане и Узбекистане. А это порядка $350 за перелет. По словам инициаторов присоединения нашей республики к этой системе, география полетов расширится за счет транзита между Азией, Европой и Ближним Востоком. И цены на авиабилеты снизятся до 40%. Кроме снижения стоимости перелетов для наших граждан, это должно привести в целом к увеличению числа пассажирских авиаперевозок, что положительно скажется и на развитии туризма.
Ветераны, а мошенники, которые за 8 лет от государства незаконно получили более 120 миллионов сомов. 7 уголовных дел военная прокуратура в отношении 49 человек, которые путем оформили участники боевых действий. Их, как ветеранов, незаконным путем поставили на учет военные комиссары в комиссариатах города Ош, Кадамджайского, Карасуйского районов и пограничной службе. Возбужденные уголовные дела проходят по статьям мошенничества, злоупотребление служебным положением, служебный подлог и использование заведомо подложного документа. В данное время расследование продолжается, в рамках которого запросы, подтверждающие информацию об участии этих граждан в афганской войне, направлены в архивы России, Узбекистана, Украины и других государств бывшего СССР. Не допустить беспорядков в связи с возможными антикитайскими митингами. Задачу совместного с правоохранительными патрулирований в городе ставят себе добровольные дружинники. Союз народных дружин Кыргызстана обратился с заявлением к общественникам относительно распространяемых слухов о готовящемся завтра митинге. Всякого рода неподтвержденная информация о положении этнических кыргызов КНР не должна оружием в руках тех, кто преследует цель дестабилизировать общественно-политическую обстановку в республике. И уже тем более это может нанести непоправимый урон двусторонним добрососедским отношениям между странами, уверены в народных дружинах. Члены Союза заявляют, что намерены пресекать любые провокации и стоять в порядке и спокойствия граждан. Мы должны с таким соседом, как Китай, только сотрудничать, как и культурно. Те провокационные силы, которые, возможно, завтра хотят воспользоваться этой ситуацией, не дать им шансу. Мы, дружинники, завтра собираемся, тоже будем дежурить совместно с органами правопорядка до конца вечера. Если надо будет, еще будем дежурить. Хотим кыргызстанцам сделать посыл, что народная дружина, Союз народных дружин будет стоять за мир, за правопорядок. Победители лотереи от торгово-развлекательного центра «Азия Молл» получили долгожданные призы и подарки. Официальное вручение прошло в здании центра и прошло оно весело и в теплой атмосфере. Но получить сертификаты оказалось не так-то просто. Каждому, чтобы получить его, пришлось исполнить танец победителя. И танцевали в этот день на сцене все, начиная от обладателей сертификатов на 1000 сомов до тех, кто выиграл квартиру в новом доме и путевки на двоих в Дубае. И, как отметили организаторы, останавливаться на этом они не собираются. Год только начался. И вместе с «Азия Молл» он будет щедрым на подарки. Поздравить победителей стимулирующей лотереи в торгово-развлекательный центр «Азия Молл» пришли не только звезды эстрадной личности. До начала официального награды обладатели сертификатов поздравляли друг друга с новогодними приобретениями. А немало. «Азия Молл» совместно со своими партнерами вручил 24 сертификата. Здесь находится сертификат на сумму. С Новым годом танец победителя. Танец победителя. Музыка, поехали, танцуем. Ура! Нужно было выполнить лишь совершить покупки в и более. Проводили лотерею с 13 октября по 30 декабря прошлого года. Сам розыгрыш состоялся в прямом эфире на телеканале НТС путем случайной выборки. Поехали. Вращаем барабан. И вот он, официального вручения. Клиенты-победители в торгово-развлекательном центре от имени известных брендовых магазинов сертификаты на приобретение ювелирных изделий, домашнего декора, подарков и аксессуаров, женской и мужской одежды. Далее магазины быстрого питания, коих «Азия Молл» открыто не может. Интересовали два счастливчика. Кто же стал обладателем путевки на комнатную квартиру в строящемся доме от строителя «Аваком». Я вас поздравляю. Давайте немного ощущений. Что вы испытали, когда выиграли путевку в Дубай? Я, конечно, волновалась в первый раз, когда это слышала, что я выиграла. И всем желаю таких успехов. Выигравших бесплатный тур, подарок в Дубай.
Дубай на 7 дней. Естественно, также визы в подарок им будут. Я буду надеяться, что они проведут свой отдых. А к новоселью готовится семья Гульнары Баатырова. СМИ выехала в центр Азия-Молл отметить день рождения. В кафе потратили 14 тысяч сомов. И узнав о выигрышном. Новость о том, что мы выиграли однокомнатную квартиру, меня и моей семьи неожиданным сюрпризом. Мы были в первый. Сейчас пришли в себя. Конечно, квартиру мы подарим дочке. Это подарок ей. Удивлять своих посетителей Азия-Молл намерены дальше. Впереди не один. 2019 год они начали с грандиозных скидок до 70%. Продлится до 31 января. А также у входа в центр для всех желающих работает ледовый каток. Надежда на победу есть, а значит и на выход в следующий этап Кубка Азии. Сегодня у сборной Кыргызстана третья игра в рамках группового этапа. Наши встретятся с соперниками из Филиппин. Игра состоится на стадионе Рашид. Начнется она в 19:30 по бишкекскому времени. В первых двух играх наши ребята, к сожалению, уступили сначала Китаю со счетом 2-1, а после Южной Кореи с результатом 1-0 в пользу. Если Кыргызстан обыграют, это